Друзья, всем привет! Вторник, 16 августа. И время у нас уже почти 5 часов. Без 5:05 осталось у нас светового дня где-то часа 3. С утра у меня планы были просто наполеоновские, грандиозные планы. Сегодня у меня рабочий день. Думал, все сделаю быстренько. И после проделанной работы, после рейса, как обычно, заскочу на Беломошник за грибами, потом за ягодами, ну и вечерком порыбачим. Ну, видать, не суждено было моим планам сбыться. В общем, опять же подвела техника. Подвел новый, новый мотор. Подвел этот драндулет мой. В общем, хорошо, что вовремя заметил, я его мог вообще утопить. Открутился, видать, немного вот этот болт на ходу от вибрации. Вот это, сейчас покажу. Вот здесь вот болт. Один единственный болт держит весь мотор к этому крепежу. И, в общем, обломило. Часть болта осталась здесь, обломило. Еду, я смотрю, у меня лодка как-то неправильно пошла. Успел на последнем движении ухватиться. Хорошо, что болт с другой стороны не вылетел. В общем, чуть не утопил мотор. А до деревни оставалось еще где-то километра 3, наверное, 4. Я против ветра по глубине потерял часов 5, наверное. Вот. Потихонечку доехал до места. Дошел до Димы, до товарища. Дима дал мне этот болт. Пришли, поменяли, в общем, съездил, сделал рейс. Но день уже закончился. Небольшое дело, как получается. Начинаем с большого перекуса. С утра маковой росинки во рту не было. Утром в 7 часов перекусил. И все на этом. Так что сейчас первым делом мы покушаем. Ну а потом уже все остальное. Не знаю, что успеем, не успеем. Хотя бы собрать немного ягод красной смородины, если что успею. И потом, если времени не останется, немножко порыбачим. Так. Сегодня как взял горячий обед с собой. Валентина постаралась, потому что перекусы, Чайковский, туда-сюда. Но это все не то. А сегодня вот взял с собой термос. Кстати, новый еще термос. Первое испытание. Термос Арктика. И сейчас мы посмотрим. Тут обещают то, что тепло, холод 14 часов. Но с утра у нас прошло уже часов, получается, 10, наверное. Часов 10 с того момента, как Валентина это заправила. Вон в таком чехле он. Сейчас посмотрим, проверим. Крышка тепленькая. Тепло. 5 лет гарантии. Вот такой вот термос Арктика. Валентина сюда положила вот макароны с зайцем, зайчатинкой. Сейчас мясо сюда. Ну, не сказать, чтобы обжигает, но подогревать не надо точно. Самый раз, самое то.
Этот термос у меня, кстати, тоже Арктика. И этому термосу уже, если не соврать, где-то лет 10. Но сюда еду не положишь, здесь он только для чая. И чай я завариваю прямо сюда вовнутрь. И он весь уже вот такой черный изнутри. Так вот, после той рыбалки, что съездили с друзьями, были дожди, были холода, и вода подскочила сантиметров, наверное, на 25-30 примерно. Но в этом есть тоже свой плюс. Легче стало проезжать, как бы все перекаты скрыло водой, камни, и нормально стало. В прошлый раз при подъеме воды, когда с Алексеем ловили 20 июля, был хороший клев, так что вечерком сегодня обязательно надо часик где-то полтора оставить. Не так, как в прошлый раз. Грибы собрали, ягоды собрали, а порыбачить не успели, стемнело. Так сейчас с каждым днем темнеет все раньше и раньше. После 8 уже начинает темнеть. Как бы еще оставить надо время на дорогу. Кстати, друзья, у меня хорошая новость есть. Не только плохие. Скоро, надеюсь, мы увидим нашего старого друга, мотор Suzuki. Вчера вечером позвонили, сказали, что его вылечили. Сначала вылечили голову, привез, был шум, не понравился, отвез обратно. Потом лечили ногу, то есть редуктор, вертикальный вал, все такое. Сумма, конечно, ремонта космическая, но как привезу, обкатку, проверку и что с ним и как было, коротко я все вам расскажу. Завтра, если получится, я поеду в город Ухта забирать мотор. Ну, посмотрим. Если получится привезти, то это поставлю в будку и больше не буду трогать. Он меня уже достал. С одной стороны, меня выручил, когда не было у меня мотора, Suzuki сломалась, отвез на ремонт. Он меня немного, да, покатал. Но с другой стороны, он меня уже достал. Болт сломало. Выхлопуху, шпильки открутились, одну потерял. Сейчас вот уже просверлил одно отверстие насквозь, затянул длинный болт на 3 гайки, закренил. Второй залил холодной сваркой, закрутил шпильку туда, это прихватилось все, затянул, постоянно ослабляется, все боюсь, что потеряю эту выхлопуху. Ладно громкий, ладно тихий, а все, от вибраций все ломается, что-то я вообще не в восторге от этого мотора, если честно. Но единственный плюс — это экономия, и как бы то ни было, он все-таки возит. На вихре все хорошо, скорость, мощь, но сколько он бензина жрет, это труба. Так, ладно. В общем, пока пообедаем, потому что уже все-таки с самого утра, с 7 часов ничего не ел еще. И пойдем потом собирать ягоды. Ну, а вечерком сегодня взял дорожку. Попробуем подорожить. Может, поймаем хоть пару штук хариусов. Хотя вода прибыла, не знаю. Но по мелкой воде народ, говорят, половил. Правда, мелковат хариус был, но клевал. Ловился. Ладно, все. Кушаем и идем собирать ягоды.
Так, плотненько пообедали. Хотя уже скоро время ужин. И пошли посмотрим, что у нас с ягодой. О, вот у нас что с ягодой. А ягода у нас уже созрела и уже почти перезрела. Вот, в прошлый раз мы собирали, приходилось выбирать, то сейчас она уже вон вся перезревшая даже. Ну ничего страшного. Соберем такую, заморозим. Вот она. Здесь мелковато, но ничего страшного. Заморозим мы ее. И зимой будут у нас витаминчики. С красной смородины я не делаю ни варенье, ничего. Мы ее просто дома чистим и замораживаем. Вот она вся уже почти почернела, переспела уже, все еще. Я так думаю, где-то недельку она еще повисит и потом просто начнет сыпаться. Так что надо успеть по возможности собирать, собирать и собирать. Было бы еще время. Вон некоторые уже высыхают на ветках. Так что сегодня мы пособираем это точно. Не знаю, доберем или не доберем вот это ведро. Но постараемся. Вот, в принципе, смородина есть. Вон кустик за кустиком. Все вот везде красное, но мелковато. Радует одно, то что она уже спелая, можно так сказать, даже переспелая. Листики вот начали уже желтеть. И она уже местами только стоит дотронуться до куста, уже падает. В прошлый раз мы выбирали, сейчас можно собирать все подряд. Была бы еще чуть-чуть покрупнее, ведро бы махом можно собрать. А так ничего страшного, крупное, мелкое. Пока выбирать не будем. Есть собираем, потому что времени у нас уже остается все меньше и меньше. А порыбачить тоже хочется. Неделя это еще есть точно. Можно будет эту недельку еще пособирать. Ну а потом уже можно переходить на черную. Вот она, вот она. Вот она как висит гроздями. Только местами кусты высокие. А сверху так смотришь, ничего не видать. А вот ниже нагибаешься, и вот они. Вон какие гроздья, как виноград. Вон сразу полная горсть. А верхом прошел, поглядел, там одна ягодка. Где-то кусты высокие, где-то низкие. Где-то ягода помельче, а где вон нормальная ягода. Вот у нас уже одно ведро закрыли. Листва все уже, листья желтеют, падают. Скоро осень. Скоро осень, господа. Скоро осень. Вот это мне нравится. Жалко только, что порыбачить времени не остается. Как бы и неохота с пустым ведром домой идти. Рыбу-то мы еще успеем наловить. А вот ягода скоро осыпется вся. Так что лучше пособираем ягоды, наверное. С семьей бы приехать как-нибудь сюда. Да все никак не получается. Одно, другое, третье. Вроде и супруга в отпуске. Но как бы мы без дела-то не сидим. Во дворе малину собираем. Тоже целый день уходит на это. Черемуху собираем. Сушим ее. Просто так не сидим. Если позволяет погода, что-нибудь да все равно соберем.
Чернику надо собрать сейчас тоже. Все надо, а все не успеешь. Лето короткое, глазом моргнуть не успеешь, уже наступит время собирать картошку. Ох, красота! Вот она. Ох, красиво как! Давайте обойдем этот куст. Вот. Вот это мне нравится. Вон, смотрите. Не мелкая, не крупная, средненькая ягода. Главные грозди большие, вон. Вот она. Раз. Ягода сама падает уже. Говорю, еще неделька. Максимум 2. И все. Смородина не будет уже красная, она вся упадет. Уже созрела, перезрела. Зато сейчас все соки в ней, она уже полностью созревшая. Вот темно-красная такая красотень. Ветер стих полностью, полный штиль. Комарье начинает одолевать. Начало уже темнеть. Время вроде бы еще 18:25, половина седьмого, а уже все. Я не знаю, вот этот куст еще доберу. Вон такая вот красота. Вон. Ну как вот уйти от такого обилия. Вроде бы кустик, а потом бац. И просто вот такая вот. И вот этот куст полностью усеян красной смородиной. И там дальше есть, и там, вот, и там. В общем, немного прошелся, буквально метров 50, наверное. И нашел вот такое богатство. В общем, минут 15 еще дербаню вот эти два куста. Надеюсь, пол-ведерочка у меня будет. И все, наверное, хватит на сегодня. Ну, просто хочется немножко хоть порыбачить. Хотя бы полчасика. Все, поехали. Когда находишь такой куст, очень быстро ведро наполняется. Очень. Ягода крупная, гроздями. Даже листьев мало получается. Одна ягода. Раз, два, три. И ведро. И как бы кустов даже чепыжника мало. Обычно приходится в буреломе собирать. А тут вот он, чистенький куст. Почему-то я думал, народ будет собирать здесь. А нет, видать, рядом с деревней. Видать, рядом с деревней. В этом году смородины полно. И далеко никто не ездит. Все собрали, видать, сколько надо. Кто-то, может, собирает на продажу, не знаю. Я что собрал, то и съел. Вот, о, какая красота. Ничего, зима длинная. Все, съедим. Так, все, собираем. И едем, хватит. Как-нибудь будет время еще. Заскочу сюда, пособираю, а может и семью вывезу. Толпой-то оно, конечно, веселее. Надо день просто выделить, собрать ведра 4 хотя бы. И все, хватило бы. Не знаю, может быть, получится как-нибудь. Ну, вон какая красота. Просто обалденная красота. Вот она. Крутяк. Комаров бы еще меньше было. И вон крупная. Ладно, все, собираем и едем.
Друзья, так дело не пойдет. Я хотел ободрать этот куст и поехать на рыбалку, но я еще не закончил этот куст обдирать. Смородина вот не заканчивается, а солнце уже село. Вот, ее здесь валом. Вон. Сколько видно глазу. Вот этот еще куст. Свои пол-ведра, то, что я хотел, набрал. Так что все. Надо дергать, иначе мы сегодня точно опять не порыбачим. А хочется хоть поймать с десяток рыб. Тем более хочу попробовать хариуса. Все, вот это, то и все. На это у меня еще уйдет 10 минут. Ну, согласитесь, вы бы ушли, если бы столько нашли такой богатый куст. Вон, ягода крупная, зрелая, висит гроздями. Ну как вот такое можно оставить, а? Да никак. Так что собираем до конца, до темноты. Но удочку я сегодня все равно закину. Вернее, спиннинг. Не знаю, получится, не получится на перекате пустить дорожку. Ветер стих, навряд ли хариус будет ночью клевать. Но окушка я сегодня постараюсь поймать. Ну вот, наконец-то я все-таки вырвался от этих ягод. Остановиться невозможно. Ягода есть. Вон. Половина ведра точно. Чуть-чуть даже больше. Капельку. То, что планировали, сделали. Ну, и теперь нам остается порыбачить вместе с дорогой где-то час, не больше. Не больше, так как времени у нас, сейчас смотрим. Время у нас 19:19. 20 минут 8. А солнце уже село. Все. Мчимся. Просто мчимся. Ветер стих, хотя днем он поливал. Ого-го как. Волна была, северный ветер. Сейчас все стихло. Так, ну что, поехали. Сейчас возле дамбы пару раз закину резинку и брахоста. Там в детстве, помню, здесь от острова до дамбы крупный окунь ловился. Но тогда здесь было течение и глубина. Этого песка здесь вообще не было. Вот этого. Тут шла река. На этой дамбе ловился крупный хариус. Сейчас все поменялось. Здесь практически стоячая вода летом. Ну, когда вода прибывает, конечно, течение есть. Но лет 30-35 назад здесь было все по-другому. На сенокосе здесь на лугах на обеде на лошадях приска скакали сюда. И пока искупнемся, лошади водички попьют, кони. Красота. Вон волной пошел. Волной пошла рыба, вижу. Он просто, это скорее всего язь. Так что перестаем шуметь. Не знаю, что за рыба. Но от лодки, от шума пошла волна. Язь шума не любит. Так что не шумим, пробуем что-нибудь допоймать.
Хотя бы пару рыбок. Нет, скорее всего, язь-одиночка так и пошел дальше волной. Он завернул на Печору. Все, не будем тратить здесь времени, поехали. Весело. Фу, блин, мы еще и шпонку порвали, когда заезжали. Задел об камень, еще и порвалась шпонка. Твою дивизию. Тьфу, блин. Все через Ж сегодня, блин. Мотор мне начал уже напрягать, блин. Ну все, не получилось сегодня у нас рыбалки. А попробуем слепить шпонку из гвоздя. С горем пополам отремонтировали мы шпоночку. Сумка с гвоздями у нас в будке с вихревыми запчастями. Что-то я здесь сегодня не взял. Нашел один единственный гвоздь, которым выхлопуху придерживал в прошлый раз, чтобы она не потерялась. Мягкий, как проволока. Ну, пока едет. Главное, что больше не напороться на камни. Не хочет. Придется, видать, сегодня без рыбы домой идти. Как получилось сделать шпонку. Нашел ржавый гвоздь, поставил, мотор едет, тарахтит потихоньку, а времени на рыбалку уже не осталось. Пробовал пару раз, не клюет. Поехали ко мне домой. Рыбалку как-нибудь сделаем в другой раз. Сейчас главное нам на темноту успеть домой добраться.